Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаляму аля расулихи Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллах Субхану ва Тааля одарил нас большим благом. Но мы редко о нем вспоминаем. Те, которые почувствовали сладость, они об этом помнят. Те, которые еще не почувствовали, они не знают. И почувствовать они смогут только, когда они это сделают. Есть понятие хаджа, мы знаем, а есть понятие умры. И иногда умру называют малым хаджем, но сразу скажу, это ошибка. Умра не является малым хаджем. Можно перевести как малое паломничество, но оно хаджем не является абсолютно. Оно ни в коей мере не возмещает хадж. Оно ни в коей мере не снимает обязанность выполнить хадж того, кто может этот хадж выполнить. Но мы забываем о благах, которые они нам даруют. И вот среди них давайте некоторые перечислим. Во-первых, хадж и умра является тем, что очищает нас от грехов. Частенько мы приводим пример в виде долгов. Представляете, вы кому-то должны, съездили к нему в гости, и он все долги простил. Но на самом деле это еще серьезней. Потому что деньги это в этой жизни. Ты можешь заработать, расплатиться, а награда, которую мы увидим в судный день, мы не знаем, какой она будет. Она будет огромной. И причем она будет именно в тот день, когда мы с вами будем нуждаться особо сильно. Сильнее, чем в деньгах в этой жизни. Сильнее, поверьте. Это будет единственное, что нас будет интересовать. В этой жизни мы с вами еще думаем о детях, там, о жене, о родителях там, и так далее. А там нет. Там будем мы думать только о том, чтобы попасть с вами в рай. И пророк Мухаммад ﷺ говорит: совершение каждой последующей умры после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что же касается безупречного хаджа, то нет за него иного воздаяния, кроме рая. Приводится в Аль-Бухари и Муслиме. Это хадис пророка Мухаммада ﷺ. Но оговорочку сделаю, здесь подразумеваются маленькие грехи. Потому что за большие грехи, мы с вами знаем, должны совершить несколько условий. Остановиться, попросить у Аллаха прощения, пообещать Аллаху больше этого не делать. И четвертое, если это касается прав людей, мы должны еще у них попросить прощения и возместить права, если они от них не откажутся. Хадж и умра стирают грехи, как мы с вами сказали, но еще что? Спасают от бедности. У меня просто один знакомый человек, что сделал, он занимался ремонтом машин, ремонтировал, продавал. И говорит, тот последнюю машину отремонтировал, продал, и на эти деньги поехал, все, на умру, думаю, или на хадж он поехал, думает, ладно, давай, как будет, так и будет. Последний день деньги, по сути, отдал, вернулся, и я не знаю откуда, но опять деньги появились. И процесс опять пошел. Не уменьшает денег. Ни хадж, ни умра. Поэтому Пророк ﷺ говорит: чередуйте совершение хаджа и умры, ибо поистине они удаляют бедность и грехи. Они удаляют бедность и грехи. Хадис передал от Тирмизи и Ан-Насаи. Совершение хаджа является одним из наилучших дел. Когда Пророк ﷺ перечислял дела, третьим он назвал безупречный хадж, который приводится в Аль-Бухари и Муслим. Единственный один момент очень важный, просто скажу, может кто-то соберется и поедет. Когда вы собираетесь ехать в умру или в хадж, неважно, настройтесь работать, не отдыхать. Если кто-то едет с намерением отдыхать, скорее всего он не сможет удержать свой язык в трудный момент. Но когда человек едет туда работать, а это работа, поверьте, потому что за безупречный хадж воздаяние рай. А где ты видел, чтобы ты съездил в Египет и себе рай даровали? Нет, ты едешь в хадж, в Мекку. Поэтому здесь нужно настроиться работать. Может быть, у тебя хадж пройдет легко, а может быть тяжело, но ты будешь к этому готов. Однажды одна бабушка, которую так настроили, она после хаджа пришла: Хазрат, а где, говорит, трудности? Ты что-то ждала? Нет трудностей. Трудности были, просто она настроилась на это. Поэтому настрой должен быть работать и оберегать свой язык однозначно. И язык – та вещь, которая портит хадж. Если мы начинаем выражать недовольство. Просто для каждого хадж и умра протекает по-разному. Для кого-то легко, для кого-то сложно. И Аллах Субхану испытывает людей. И вот зависит от того, как он идет, человек должен в любой ситуации удержать свой язык. Задача, одна цель. Выполнить хадж или умру безупречно, чтобы Аллах мной был доволен. Потому что как только вы выезжаете в хадж или в умру, вы себя полностью отдаете Аллаху. Полностью. Поэтому внутренне в сердце запомните, вы уже не в своих руках. Вы полностью отдали себя в руки Аллаха. Все, вы у Аллаха. Аллах о вас позаботится, не переживайте.
Поэтому внутренне не нужно думать, ой, люди просто привыкли контролировать, как будто они все контролируют, на самом деле все контролирует Аллах. Но здесь особенно, когда ты есть в хадж или в умру, пойми, что все, ты полностью у Аллаха, полностью. Аллах может так повернет, может так повернет, может все легко пройдет. Поэтому есть два приема очень таких интересных. Из практики своей приведу. Приходилось ездить руководителем. Однажды я сделал дуа. О Аллах, пусть моя группа будет хорошей, беспроблемной. И чтобы я не болел во время хаджа и после хаджа. Проблем у меня было с группой. В хадже не болел, до хаджа не болел. Прилетели в Турцию. Лег поспать, проснулся с кашлем, заболел. В следующий раз я был умнее. Я сделал дуа. О Аллах, сделай так, чтобы не болеть до хаджа, во время хаджа и после хаджа. И я не болел. Это милость Аллаха. Поэтому используйте это, когда собираетесь просить у Аллаха. Пусть пройдет легко, просите легкости. Потому что неизвестно, если будет трудность, сможем выдержать или нету. Когда совершает человек хадж искренне ради Аллаха, чтобы заработать рай, чтобы заработать довольство Аллаха, это одно намерение единое, он возвращается домой чистый, как без грехов, как новорожденный ребенок. И пророк Мухаммад говорит, тот, кто совершит хадж ради Аллаха, не приблизившись к своей жене и не совершив ничего греховного и недостойного, вернется домой таким же, как был он в день тот, когда родила его мать. Приводится хадис Аль-Бухари и Муслим. Хадж уничтожает все, что было прежде. Из грехов, естественно. Разве тебе неизвестно, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, одному из подвижников, что ислам уничтожает все, что было до него. Человек принял ислам, все, прежние грехи простились. И хиджра, совершая, уничтожает то, что было прежде. И хадж уничтожает все, что было прежде. Хадис приводится в Муслиме. Хадж совершали не только наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи. В одном из хадисов, которые некоторые мухаддисы говорят, что это хороший хадис, говорят, что в мечети Аль-Хайф совершил намаз 70 пророков. Дело в том, что в этой мечети совершают намаз только те, которые совершают хадж. Так что и Иса, алейхиссалям, и Ибрахим, и другие пророки, они совершали хадж. Это нас что делает? Еще больше укрепляет. А умра, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, совершение каждой последующей умры, как мы сказали, после предыдущей служит искуплением грехов, накопленных между ними. Это еще один хадис, тоже приводится в Аль-Бухари. По мере того, когда человек едет, вы знаете, что даже укол иглы является очищением от грехов. Так вот, трудности, затраты, потраты, все, это идет на пути Аллаха, когда ты едешь в хадж или в умру. И за это ты получаешь награду. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи Аише говорит, награда за нее в соответствии с твоими усилиями. И он сказал, в соответствии с твоими расходами, хадис приводится в Муслиме. А теперь один из таких изюминок, один из такой сметан, скажем, самая верхушка. Рамазан, умра во время Рамадана. Пророк Мухаммад говорит, воистину умра во время Рамадана приравнивается к совершению хаджа вместе со мной. Хадис приводится в Аль-Бухари и Муслиме. Но хаджа он не заменяет. Еще раз. Награда такая большая. Безусловно, мы не все награды назвали. Но даже этого достаточно. Но возникает вопрос. Понятно, что награда. А вот сейчас, что мне сейчас будет-то? Я же сейчас хочу. Многие же так говорят. Я сейчас хочу. В основном люди важность ислама здесь, находясь, понимают головой. Мы знаем, что нужно читать намаз. Мы знаем, что покорность Аллаху – это важность. Мы знаем, что соблюдение прав жены, мужа, детей – это важно. Мы знаем это вот здесь. В основном. Но когда ты едешь на умру или в хадж и возвращаешься оттуда, это просто не передать, дорогие братья, насколько это сладко. Ты понимаешь это сердцем. Ты начинаешь понимать важность ислама, важность отношений с Аллахом и важность поклонения сердцем. Автоматически понимая, что это важно, ты отсеиваешь уже важность, приоритеты. Что у тебя в приоритете, а что не в приоритете. Оно автоматически происходит. И вот это чувство важности, понимание того, что это важно, дорогие братья, оно бесценно. Оно ни с чем не сравнится абсолютно. И пред Аллахом, я надеюсь, это такое чувство, которое дает нам огромную награду. Огромную награду, иншаллах. Потому что это очень важно для каждого верующего человека. Осознание на уровне сердца, что является приоритетным, а что является второстепенным. Понимание сердцем то, что Аллах
отношения с Ним являются наиважнейшим для тебя, настолько сильно успокаивает, что когда ты возвращаешься из хаджа или умры, жены даже удивляются, то есть если они не ездили с тобой, что ты какой-то молчаливый стал. А тебе-то говорить и не хочется, потому что, в принципе, внутри у тебя тишина. Снаружи, может быть, волны там кричат кто-то, а у тебя в сердце там тишина. И это сладость. Поэтому, когда люди стремятся к счастью, к покою, вот он рецепт, дорогие мои. Иногда люди ездят, куда люди ездят совершить, увеличить свою там, как квалификацию по работе, поэтому. Так вот, нам, верующим, очень важно ежегодно, вообще в идеале раз в полгода, может быть и чаще, но это лучше, или как минимум один раз в год, но нужно постараться поехать либо в хадж, либо в умру. В этом мы нуждаемся, в этом нуждаются наши сердца, в этом нуждается наша умма, наша община. В этом нуждается вообще все общество, потому что результат туда выливается. Поэтому есть возможность, сам едь, заплати за другого, за близкого, за жену, за детей, там, за верующего человека, за брата мусульманина, за сестру мусульманку. Возьми награду и за себя, и за нее. Она возьмет свое, или он возьмет свое, но ты еще кроме этого и себе награду возьмешь. Нет возможности, постарайся откладывать ежемесячно, рассчитай, как это можно сделать. Потому что когда ты везешь другого, если есть возможность, ты заботишься не только о себе, ты заботишься о всей умме, обо всей общине, о всем обществе заботишься. Потому что каждый человек это винтик, очень важный винтик, который делает свой вклад в нашу умму. Ну, конечно, бывают ситуации, когда, как в этом, как в анекдоте, он ему говорит, сын в армии, он ему говорит, как, кушать хватает, говорит? Да, хватает, говорит. Остается? Остается. А что делать с оставшимся? Доедаем, говорит. Такое, конечно, тоже бывает. Не каждый может, безусловно. Но просите у Аллаха, не теряйте надежды. Поверьте, клянусь Аллахом, иногда даже не просишь, иногда просто в сердце бывает желание. И Аллах дает тебе человека, который просто говорит, тогда поехали со мной. Это бывает. И в этом ничего такого нету. Это Аллах, субхану ва тааля, открыл тебе дорогу раз и дал возможность ему заработать награду 2. Поэтому пророк Мухаммад в хадисе говорит о том, что смотрите, на что использует вас Аллах. Потому что иногда человек является ключом к грехам, а иногда ключом к благому. Так посмотрите же, на что использует вас Аллах. Если Аллах дал такую возможность, делайте, поверьте, Аллах вернет. Лучший тот, который берет долг, это Аллах, потому что Он возвращает неимоверно много. Дай Аллах, субхану ва тааля, чтобы каждому из нас хотя бы как минимум в год раз получалось съездить либо в хадж, либо в умру. И дай Аллах, субхану ва тааля, тем нашим братьям и сестрам, которые не были в хадже, съездить в хадж, а потом совершать уже либо хадж, либо умру.